В Инте будет открыто новое промышленное предприятие. Первым резидентом арктической зоны в Республике Коми стал проект строительства завода карбидов и ферросплавов в Интинском округе. Запуск производства запланирован уже этим летом. Новое предприятие разворачивает свою деятельность на базе бывшей районной котельной, недалеко от микрорайона Южный. Напомним, эта теплоснабжающая организация была закрыта в 2018 году. Тогда после оптимизации все мощности перевели на Интинскую ТЭЦ. Промышленный комплекс зданий, сооружений, отключенные от электроэнергии и тепла, перепрофилируют под завод карбидов и ферросплавов. Уже начаты активные подготовительные работы. Приводятся в порядок электрические сети, грузоподъемные механизмы. В конце марта специалисты приступят к демонтажу старого технологического оборудования. В рамках рабочего визита в Инту правительственная делегация Республики Коми посетила объект, чтобы оценить объемы предстоящих масштабных работ. На строительство завода планируется инвестировать более 300 миллионов рублей. Побывать в Инте и не посетить первого арктического резидента из Инты, скажем, завод карбидов и ферросплавов, было бы неправильно. Я предполагала, что, в общем, пока вообще ничего нет, есть некая пустая площадка, как это чаще всего бывает, когда приезжаешь смотреть только-только заявленные, одобренные проекты. На самом деле приятно, что здесь уже на площади бывшей районной котельной развернута, в общем-то, работа. Началась подготовка этих помещений, действительно впечатляющие объемы и масштабы, к реализации первого этапа проекта. Ведется работа с естественными монополиями, с РЖД и с МРСК по, собственно, подключению предприятия к тем необходимым с точки зрения энергетики мощностям, с точки зрения ЖД к транспортной логистике. Там необходима реконструкция железнодорожного тупика длиной 1100 метров. И здесь как раз будет крайне важна помощь и поддержка правительства республики, экономического блока, с тем, чтобы действительно предприниматель, инвестор не находился в этом диалоге один на один. С открытием промышленного предприятия в Инте появятся новые рабочие места. По словам директора по производству, на данный момент уже трудоустроено 12 специалистов. К моменту полной реализации проекта в 2024 году руководство намерено расширить штат сотрудников до 250 человек. Это позиция, прям, чтобы привлекать местное население. Сейчас уже порядка 300 резюме на рассмотрении. То есть, понятно, что будет происходить выборка, какая-то ротация. Кто-то захочет работать, кто-то, может быть, снова поедет на вахты. Интинский завод карбидов и ферросплавов предполагает стать одним из крупнейших промышленных предприятий, которое будет выпускать востребованную продукцию для химической и металлургической отраслей. Инте он необходим. У нас в городе мы видим, производств не так много, а это новое производство. Первый этап уже хотят запустить в этом году, то есть летом, в конце лета, и дальше постепенно будут наращивать свои мощности. И людей также будут набирать с каждым разом все больше и больше. В ходе визита представители правительства, Министерств Республики Коми осмотрели территорию промышленной площадки, побывали в каждом цеху. Оценили состояние всего здания, в том числе и кровлю. Объем работ предстоит выполнить огромный. Здание, конечно, стояло уже без производства, без тепла. И, конечно же, работы по восстановлению необходимо провести. Организация уже обследовала здание, и мы видели эти отчеты. Да, действительно, есть над чем поработать, но уже занимается организация, уже есть планы и по кровле, и по стенам, где это необходимо. То есть приводят в порядок, и на этих мощностях, в этих помещениях будут устанавливать уже свои печи для производства. Компании-резиденты арктической зоны Российской Федерации получают пакет преференций для ведения бизнеса в арктической зоне, таких как существенные льготы по основным налогам, субсидирование страховых взносов для новых рабочих мест, предоставление земельных участков без торгов, процедура свободной таможенной зоны и другие.